ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшую субботу в индустриальном техникуме, бывшем ПЛ-30, прошел День открытых дверей. В рамках профориентационной работы сюда пригласили старшеклассников познакомить с мастерскими и педсоставом. Ребятам продемонстрировали столовую, где будущие повара изучают тонкости кулинарии. Магазины тут продавцы постигают азы торгового дела, автомастерскую, где часы напролет молодые механики разбираются в двигателях машин. Все прекрасно. Одна беда. Уже со следующего года эти кабинеты рискуют остаться пустыми. Год от года тут сокращают количество бюджетных мест. Ситуация, такая проблема существует. В этом году учебном, который мы уже заканчиваем, первый курс, у нас действительно было набрано всего 3 учебные группы бюджетные. Соответственно, до этого мы набирали 10, 7 групп, 12. Сокращение, соответственно, происходит. В индустриальном техникуме прием идет по конкурсу аттестатов. Средний балл от 3 до 3,3. То есть у того, кто не питает страсть к наукам, всегда был шанс проявить себя в другом. Например, реализовать талант швеи, повара, автомеханика. При этом остаться в родном городе. Так что этой проблемой всерьез обеспокоились не только преподаватели, рискующие остаться без работы, но и родители будущих выпускников. Я многодетная мама, да. У меня 2 детей несовершеннолетних, но в том числе тоже уже скоро мы будем поступать. И поэтому решается вопрос, куда нам пойти. То есть не всем идти в институты, да, получать высшее образование. Также нужны рабочие специальности для детей. Поэтому хотелось бы узнать в этом году, какой будет набор. А бюджетных мест не будет, то есть совсем. В техникуме планируют открыть кадетский корпус и готовить ребят к таким профессиям, как спасатель МЧС или участковый сельской местности. Но эти направления реализуют на договорной основе. А вот другие специальности могут остаться без первокурсников. Тем более от Министерства образования уже пришло письмо. В целях реализации мероприятия программы оздоровления государственных финансов Министерство образования не планирует выделение мест для среднего профессионального образования. Для нас это был удар ниже пояса. На сегодняшний день мы вынуждены были обратиться к главе республики. За подписью руководителя администрации города Османова направлено письмо с озабоченностью, в котором администрация города просит пересмотреть свое решение. Теперь в техникуме, да и во всем индустриальном институте среднего профессионального образования УГТУ сидят как на пороховой бочке. Ждут второго ответа на свое второе уже письмо. А меж тем, согласно анкетированию выпускников 9 классов, в образовательное учреждение, которое находится на грани, планируют поступить порядка 400 человек.